В середине марта в Черкесске состоялся международный круглый стол «Абазины и абхазы. Перспективы сохранения языков и историко-культурное наследие». Мероприятие было проведено в рамках соглашения о сотрудничестве между Академией наук Абхазии и автономной некоммерческой организацией Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара». В работе круглого стола приняли участие около 30 ученых из Москвы, Турции, Абхазии, Карачаево-Черкесии, занимающихся исследованием языка, истории и литературы абазин и абхазов. С приветственным словом к участникам форума обратился человек-легенда, народный президент Абхазии Тарас Миронович Шамба. Вы знаете, все-таки наша история нашего народа глубока настолько, что, как говорят, дна не видно. Но мы должны знать, что сегодняшнее состояние должно быть проанализировано до той степени, чтобы дать новый импульс развития нашего языка. Мы сможем снова реанимировать те идеи, которые сближают нас, объединяют нас, делают нас единым этносом. И это мы должны знать как бы лейтмотивом. Модераторами круглого стола выступили президент международной организации «Алашара» Муса Экзеков и президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Каждый из коллег, из участвующих на этом круглом столе, имеет огромный багаж за своей спиной, но мы все движемся в каком-то своем направлении. В целом понятно, что в одном направлении, у каждого свой ритм. Убежден, что мы заложим фундамент взаимодействия, взаимопонимания, координации наших действий и формирование единого ритма движения вперед. На обсуждение были вынесены 3 основных вопроса. Мы для нашего круглого стола обозначили, как вы видите, вот 3 направления. 3 необходимых как бы направления на данном этапе. Вот по языку, по архивным материалам и по фольклорным экспедициям. Не только фольклорным, языковым, этнографическим, то есть по полевой работе. Полевых исследований, экспедиций по сбору языкового, фольклорного, этнографического материалов во всех странах, где проживают абазины и абхазы. ОМОНовские эксперты говорят, народ, который не насчитывает больше 100 тысяч, исчезнет в этом столетии. Вот как нам в этой ситуации, знаете, у русских есть очень хорошая пословица: чем проклинать тьму, лучше зажечь одну свечу. Я думаю, что сегодняшняя наша как раз встреча является той свечой, которая должна осветить на путь к единению нашего народа. Осветить путь к единению народа поможет и опыт международной организации «Алашара», миссия которой заключается в сохранении и развитии уникальной культуры и языка абазино-абхазского народа, его объединении. Руководитель представительства организации в Черкесске рассказал о тех мероприятиях, которые реализуются в направлении сохранения языка. Создается новая методика изучения абазинского языка как иностранного языка для тех, кто вообще его не знает. Для маленьких детей, для подростков и для взрослых. Несколько уровней. Каждый день у нас проходят занятия по изучению абазинского языка. В будущем мы планируем, чтобы была создана единая методика, вошло все работы в единый учебник, и будем рекомендовать Министерство образования КЧР и другие ведомства. Международная организация «Алашара» разработала эффективный инструмент по изучению языка, сохранению культуры и готова этим инструментом поделиться. Мы создали такую структуру, систему, которую теперь, даже если кто-то из наших коллег из Абхазии, если захочет применить ее для других территорий, он всегда может взять этот инструмент и не тратиться уже. Участники круглого стола высказывали различные идеи по сохранению и развитию абазинского и абхазского языков. Какие из них будут реализованы, решит Координационный совет, который был избран. Его участники разработают долгосрочную программу, которую планируется утвердить на следующем круглом столе. Председателем Координационного совета был избран президент международной организации «Алашара», доктор технических наук, профессор Муса Экзеков. Он обратился к членам Координационного совета с напутствием. Хорошо построенная дорога служит многим поколениям. И все говорят: спасибо нашим предкам, как было здорово, что они вот это сделали. Вот мы в наших работах обязательно должны выработать правильный путь, правильный вектор и построить такую дорогу, да, вот, языку,
построить таким образом, чтобы традиции, обычаи очень четко сохранялись и приумножались. Поэтому я думаю и убежден в том, что мы должны говорить сегодня о том, как думает один человек. Этого мало. Мы должны в координации просто объединиться, вместе выработать совместную программу и говорить о том, что нам нужно действительно делать мощную единую платформу на многие поколения вперед. Как мы хотим видеть будущее поколение? Мы должны сегодня это решать. Международный круглый стол длился 2 дня. Его участники не только обсудили важные вопросы сохранения абазинского и абхазского языков и сделали мощный шаг вперед в этом направлении, но и нашли время для культурного отдыха. По окончании первого дня мероприятия ученые, лингвисты, этнографы и литераторы совершили поездку к памятнику абазинского зодчества башни Адиюх. Преодолев 740 ступеней, они насладились прекрасными видами Карачаево-Черкесия. На следующий день, уже после завершения круглого стола, ученые посетили родной аул президента международной организации Алашара Мусы Экзекова «Красный Восток». По мнению участников круглого стола, мероприятие стало большим шагом вперед в деле сохранения абазинского и абхазского языков. Уверен, что итоги круглого стола имеют очень интересные и жизненно важные для нас перспективы, которые обусловлены в том числе пониманием и поддержкой наших идей руководством Карачаево-Черкесской республики и Республики Абхазия. В ближайшее время избранные нами Координационный совет и рабочая группа разработают подробную программу мероприятий, нацеленную на реализацию конкретных проектов по развитию языков и сохранению историко-культурного наследия абхазов и абазин. Круглый стол оставил глубокий след в моей памяти. Причина – необыкновенная высокая организация мероприятий, теплый, поистине братский прием и, конечно же, теоретическая и практическая значимость принятых решений. Намечена большая работа по организации экспедиций, архивной работе. Созданы комиссии по направлениям, в которые вошли представители Абхазии, Карачаево-Черкесии, Турции и России. Четко обозначены сроки подготовки программы и периоды ее реализации. Круглый стол был проведен на хорошем организационном уровне и с хорошо продуманной и реализованной культурной программой. У меня сложилось впечатление, что на этот раз удастся уйти от разговоров и воплотить в жизнь конкретные дела, способствующие духовному росту наших народов. Четко сформулированная повестка дня и стиль работы круглого стола обусловили его успех. Если дальнейшая работа по сохранению и развитию языка и культуры, изучению истории, этнографии абазин-абхазов будет проходить в русле принятых решений, то можно быть уверенным, что и вся предстоящая работа в целом будет успешной. Медиаторы хорошо развязывали узелки, предупреждали отклонения от темы, и атмосфера научного сотрудничества и взаимопонимания получила свое заслуженное и преимущественное присутствие. Редкое по своей организованности мероприятие. Верю в его результаты. Атмосфера дружелюбия, братства, царившая на протяжении всей встречи, способствовала взаимопониманию сторон и созидательному настрою собравшихся. Немаловажную роль сыграло участие в работе круглого стола и самого создателя проекта Мусы Экзекова, который стал двигателем для решения поставленных задач. Атмосфера круглого стола была доброжелательной, конструктивной, рабочей, что отразилось и в принятой резолюции. Сформирован координационный совет, в него вошли высококвалифицированные специалисты, которые получили большой заряд для плодотворной работы. Мы, специалисты по абазинскому языку, предложим все силы для решения поставленных перед нами задач. Форум стал площадкой конкретных идей и планов по их реализации. Абазинские и абхазские языки отличаются уникальностью звуков, необычайной красотой речи, гармонично сочетающейся со средой, окружающей их. И нет сомнений, что каждый участник форума чувствовал ответственность за сохранение гармонии между природой Кавказа и его языками. Благодаря проекту у нашей молодежи повысится интерес к родному языку и национальной культуре, повысится самосознание. Именно осознание значимости языка является главным фактором, препятствующим языковой ассимиляции. Желаю всем нам правильной и эффективной работы. Следующий круглый стол планируется провести в июне в столице Абхазии.